Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 4 октября 2020 года. Это будет воскресенье. Посмотрим, какой это у нас день. Замечательный рыцарь кубков выпадает на этот день. Что будет помогать, что будет мешать. И будем подсказывать из цыганской колоды. Итак, у нас рыцарь кубков. Это очень хорошая перспектива сегодня. Прекрасно провести время в кругу друзей, в кругу семьи, получить какие-то подарки, какое-то предложение очень такое значимое, которое мы, возможно, уже давно ждем. Также здесь у нас может быть просто прекрасное настроение, ощущение счастья. Может быть, кто-то будет реализовываться в творчестве. Это тоже творческая карта. Вообще, эта карта, знаете, такого улучшения. Да? Особенно если ждали давно какое-то предложение, ну, допустим, руки и сердца, да, может оно сегодня поступить. Какой-то подарок очень желанный тоже может сегодня прийти. И любые вопросы, связанные с недвижимостью, с, может быть, покупкой чего-то хорошего, красивого в дом. А также здесь может быть, допустим, окончание ремонта у кого-то, да, или может быть, ну, допустим, как праздник какой-то, когда приходят друзья, когда приходят родственники. Это может быть, в принципе, там на даче, на природе, это может быть на приусадебном участке, да, вы можете встречаться и как-то прекрасно проводить время. А также это карта, когда мы вкусно кушаем, вкусно пьем и как-то в меру, да, не слишком нас здесь вот увлекает это все, то есть как-то день, когда все в меру. Хорошее время для того, чтобы менять ситуацию с питанием, допустим, привыкать к какой-то новой диете, да, или к новому распорядку дня. А также хорошее время для того, чтобы покупать что-то для дома мелкое. Ну, допустим, посуда, еда, предметы домашнего обихода, вещи первой необходимости для всех членов семьи. Вот можно, кстати, сегодня окончить какое-то важное дело для вот всех ваших, для всей вашей семьи. Можно сегодня найти потерянный предмет какой-то. Может быть, хорошее время для покупки серебряных вещей. Вот кто любит такие вещи, да, это вот самый удачный день сегодня для этого. И также хорошее время для посещения там водоемов, да, поехать к реке, к морю. Может быть, хорошо бы встретиться с друзьями, но как не просто праздник, допустим, ваш личный, да, а вот пойти вместе на какое-то большое мероприятие, ну, допустим, там на концерт, какое-то торжество там общегородского масштаба, или, может быть, там поболеть вместе с какой-то, ну, со своей компанией, да, пойти на футбол или еще как-то вот болельщиками просто оказаться. И эта карта прекрасная для желудочно-кишечного тракта. Вот если у вас были какие-то сложности, проблемы с этим, то вот будет либо информация, какая поможет эту проблему, ну, исцелить, да, либо даже выздоровление прямо вот в этот день. Что будет помогать? Будет помогать семерка мечей. Семерка мечей – это карта знаков от Вселенной. Когда мы обращаем внимание на это, да, то это очень хорошо сказывается на нашу жизнь. То есть вот сегодня стоит обращать внимание на то, что вот вокруг нас происходит. Это могут быть случайно сказанные слова других людей. Это может быть какая-то информация там случайно на экране появится. Или вообще вот какой-то знак вызывает у вас эмоцию, да, это как раз вот то, что нужно, да, это действительно то, что нужно для улучшения жизни. А что будет мешать? Будет мешать тройка пентаклей. Ну, грубо говоря, будет мешать сегодня излишний труд какой-то, да, может быть, сегодня надо отдохнуть и вот насладиться тем, что вы уже достигли.
порадоваться самому, порадовать своих близких и на какое-то время забыть о работе, об учебе и обо всех обязанностях, которые мы на себя взяли. Посмотрим отношения. Что ждет тех, кто в поиске партнера. У нас выпадает король бубновый. Карта говорит о том, что там, где вода, там есть и вот возможность встретить человека вам подходящего. Да? Это карта, когда мы действительно вот расслабляемся, наслаждаемся жизнью, что-то вкусное едим. Да? Это может быть какой-то кафе, ресторан, либо отдых у воды на природе в кафе. Вот там можно встретить человека, который нам подходит. Для тех, кто в паре, восьмерка бубновая. Ну, карта говорит о том, что какое-то важное у вас событие здесь может происходить. Если вы были в ссоре, то здесь обязательно будет улучшение, примирение. Причем все получится так, как вы не ожидали. Либо кто-то вмешается, либо просто ситуация как-то так переменится, неожиданно развернется, что у вас здесь может быть улучшение. Прям сама судьба сегодня вмешивается в отношения и помогает их улучшить, да, вывести на новый уровень, решить вопросы со ссорами, спорами и так далее. Решить, в общем, все проблемы очень успешно. Кроме того, сегодня может быть какое-то очень важное, значимое событие, которое касается, скорее всего, ваших планов далеких, либо людей, которых вы очень уважаете. Так, а теперь что ждет тех, кто в ссоре? Король червовый. Ну, карта очень хорошая, которая говорит о том, что неплохо было бы действительно сегодня организовать какое-то мероприятие, вот, допустим, какой-то семейный праздник, и вы можете позвать вашего партнера на него и таким образом помиритесь. Работа. Несмотря на то, что сегодня воскресенье, мы все-таки эту позицию посмотрим. Кто-то может и работать. Для тех, кто в поиске работы, десятка пиковая. Карта говорит об изменении ситуации. Ну, во-первых, сегодня лучше отдохнуть и действительно познакомиться, может быть, с новыми людьми. И это может вам каким-то образом помочь в будущем с работой. А также карта говорит о том, что вам нужно либо чему-то новому поучиться сегодня, либо вам нужно найти новых знакомых, изменить круг общения для того, чтобы у вас появилась возможность для работы новой. Для тех, у кого есть работа сегодня, кто работает, дама червовая. Но вообще эта карта, конечно, для отдыха больше подходит, для общения в семье. Но также, если вы работаете, то могут быть какие-то неожиданные перемены в работе, новости какие-то и улучшение ситуации. А может быть, кто-то будет работать на дому сегодня. Для тех, кто своим делом зарабатывает, здесь туз червовый, карта, которая говорит о том, что вы сегодня наслаждаетесь жизнью, вы сегодня все в эмоциях, в каких-то романтических настроениях, в празднике, в творчестве, может быть. Можете посещать какие-то мероприятия, которые вас радуют. И, в общем, здесь карта, конечно, такая не особо рабочая. Если же вы работаете сегодня, то просто весь процесс работы вас очень радует. Вы даже не можете назвать это работой. Все, в принципе, происходит очень комфортно, да, и сможете со всеми легко договориться. Единственное, может быть, сложно будет работать в том плане, что нерабочее настроение, да, нужно будет себя настраивать, может быть, ну, довольно-таки сложно будет войти в рабочий ритм. И могут быть тут какие-то ситуации, ну, допустим, потеряли какой-то документ, не можете найти, да, ищете, потом раз он вам попался на глаза. Или, допустим, кто-то что-то от вас скрыл из клиентов, с которыми вы работаете, какую-то важную информацию, она вам нужна для того, чтобы вы правильно выполнили заказ. Или, допустим, те люди, которые с вами работают, они что-то здесь могут опустить. То есть, ну, некоторые вот такие нюансы могут быть. По финансам, те, кто на зарплате, так, здесь в основном будут траты на семью, на детей, у кого они есть.
или, может быть, здесь что-то меняется в вашей деятельности, да, и может меняться зарплата. Может быть, сегодня как-то мало денег, недостаточно для того, чтобы вот все ваши нужды удовлетворить. И, может быть, будет какая-то помощь от партнера, от семьи для того, чтобы на все хватило. А те, кто своим делом зарабатывают, здесь может быть какой-то приятный сюрприз денежный у вас, неожиданная какая-то сумма денег может прийти от близкого окружения. И, в принципе, вот это хорошая карта для того, чтобы зарабатывать как бы мелкие суммы денег, но, в общем, здесь должно получиться вполне нормально. В общем, ваши деньги зависят от вашего профессионализма, от вашего опыта и от тех знаний, которыми вы обладаете. Здоровье. Здоровье на сегодня семерка трефовая. Карта для здоровья довольно-таки как сложная в том плане, что может быть много раздражения и может быть усталость, да, периодически вот накатывать, да. Вот карта говорит о том, что нужно к себе прислушиваться, и когда вот мы чувствуем, что у нас вот энергия прям уходит, да, нужно давать себе возможность там или отдохнуть, или уединиться, как-то восстановиться, да. Ну, в общем, на мелочах сегодня может тратиться большое количество энергии, из-за этого мы можем чувствовать себя не очень хорошо. Ну и, в принципе, карта напрямую говорит о том, что если мы как-то разрушительное какое-то поведение допускаем, то в первую же очередь страдаем мы сами. То есть никакой критики, никаких скандалов и никаких негативных высказываний, допустим, в чужой адрес, потому что прежде всего страдает наше здоровье. И итог. Итог дня сегодня дама трефовая. Ну, довольно-таки интересный такой итог дня, и хорошо, и плохо. То есть, если мы ведем себя очень мудро сегодня и стараемся, чтобы всем было хорошо, да, то есть мы и о себе думаем, и о других, тогда день пройдет очень хорошо, и мы будем прям чувствовать удовлетворение от того, насколько правильно и мудро мы поступаем, да. Если же мы сегодня будем допускать какие-то слова лишние говорить, да, раздражение проявлять, нетерпение, в общем, думать больше о себе, чем о других, вот тогда могут быть какие-то трудности и разочарования в конце. Еще это карта ревности, да, то есть не нужно допускать ревности никакой, потому что вот по картам здесь нет повода. Вот, допустим, у нас даже семерка мечей выпала в положительном ключе. То есть нет никакого здесь вообще варианта для ревности, поэтому она может только вредить. Так что от нас очень многое сегодня зависит, как мы будем себя вести, на что ставить акцент, как реагировать, и благодаря этому день может быть либо очень хорошим, да, когда мы будем чувствовать удовлетворение, либо мы будем чувствовать раздражение, если будем сами же как-то неправильно себя вести. Друзья, желаю всем замечательного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.